Кыргызстане есть все предпосылки построить многопрофильный медицинский центр, соответствующий международным стандартам. В этом вопросе изобретать велосипед не приходится. Можно перенять опыт Республики Корея, где сильно развита медицина. Такую инициативу поднимает экс-аким Кочкорского района, директор соляной шахты Чонгтуз Курманбек Байтереков. А идея ему пришла после посещения подобного медцентра под названием Гёнки. В нем он оказался по состоянию здоровья. Когда врачи из Кыргызстана не могли поставить ему диагноз, а самочувствие ухудшалось, Курманбек Байтереков вынужден был поехать в Корею. Здесь медики выявили причину и пролечили все недуги. Как признается соотечественник, он получил второй шанс на жизнь. Сейчас хочет творить добро, а первым делом от себя намерен провести современное оборудование и установить его в стране. Тогда граждане смогут получить квалифицированные медицинские услуги по всем заболеваниям и по доступным ценам. Значит, отпадет необходимость выезжать на лечение за границу, что сэкономит и время, и деньги. Я сделал 2 операции, и так получилось, что мне специально засунули такую червь, что никто не знал, сам не знал. И эти черви вытащили, просто хочу жить. Понимаете, а я был там задавлен таким топком, но этой Кореи жизни я хочу. Очень хорошее, желаю добра. Нашему народу привет. Для построения комплексного медцентра предлагают привлечь внутренних инвесторов. По словам Байтерекова, в Кыргызстане очень много бизнесменов, которым по силам на собственные средства реализовать задумку. Для них лишь надо создать благоприятные условия для работы, в частности, дать определенные налоговые послабления. Байтереков продумал даже локацию, где мог разместиться медцентр. Предлагает выбрать регионы, где есть много достопримечательных мест. Пациенты могли бы поправить здоровье, заодно полюбоваться красотами Кыргызстана. Это послужило бы и хорошей рекламой, добавляет инициатор. Конечно, у нас есть такие лучшие пейзажи. Но почему мы не можем строить? Сколько президентов поменялось, хорошая стройка не идет, все нелегально. Потому что, я думаю, здесь правительство не контролирует хорошо. Он также подчеркивает немаловажную роль архитекторов. Чтобы проект реализовать в кратчайшие сроки,